Ахмед Усманов, чемпион мира 2023 года, победитель 15-го международного турнира памяти Дмитрия Петровича Коркина в Якутске. И как для вас сложились эти соревнования? Для меня очень удачно. Провел вчера 2 схватки, сегодня должен был провести 3-ю, так как соперник травмировался. Без финальной схватки сопернику желаю здоровья и дальнейших успехов. Вообще вот в Якутске вы какой раз? В Якутске уже 3-й раз и 2-й раз уже становлюсь чемпионом именно этого турнира. 3 раза боролся на турнире и 2 раза стал чемпионом. В Якутске бороться одно удовольствие, болельщики и атмосфера в зале, как они поддерживают, болеют, это одно удовольствие здесь выступать. Вот вас сопровождали в финальной схватке девушки, всякие такие вот, всякие огни были. Как для вас вот такие вот новшества? Ну, это как-то чуть удивительно было, это впервые такое, что так нас сопровождали при выходе. А вообще соревнования по разным регионам, они сильно друг от друга отличаются? Да, в каждом регионе как-то по-своему бывает, но в Якутске она особенно как-то они относятся к организации очень так хорошо, у них организация на высшем уровне бывает. С каждым годом они еще лучше и лучше стараются организовывать. До этих соревнований была информация, что должен был еще приехать Курбан Шираев. Почему он отсутствует? Что вы можете сказать про него? Да, я тоже думал, что он будет. И как-то в конце, когда уже я прилетел, я только узнал, что его не будет. Именно по какой причине, я не знаю, он не успел, что ли, с билетами или что, я точно даже не в курсе. А в год сколько вот в соревнованиях вы участвуете примерно? В год где-то 8-10 по-разному. В среднем 8-10 турниров стараемся участвовать. А вот часовые пояса, там смена обстановки регионов, разные страны. Ну, это раньше вроде для меня особо роли не играло, вот именно этот старт как-то тяжело пошла. Смена вот часовых поясов, это все. Этот раз, в прошлый раз, когда был, вроде такого ничего не чувствовалось, и спал хорошо, все было, а этот раз чуть тяжело, и сон особо не шел, что-то тяжеловато пошел. До конца года еще какие-то соревнования планируете? Да, иншаллах, следующий старт дома у нас в Хасавюрте будет Махановский турнир, там буду принимать участие, и дальше уже посмотрим, смотря какие турниры еще будут. В следующем году что для себя вот в планах самое огромное такое? Ну, самое с начала года Ярыгинский турнир, там победить и и уже на чемпионат Европы отобраться. Вот по поводу вот Олимпийских игр, которые проходили в Париже 2024 года, что вы можете сказать про него? В Париже, да, смотрел наших 3 россиянина, которые представляли другие страны, взяли золото, это 74 килограмм, Разамбек Жамалу 86, Магомед Рамазану 97 тоже. Ахмед Тажудину. Очень рад за них, особенно Разамбек Жамалу и Магомед Рамазану. Они очень прошли такой тяжелый путь, и травмы, и столько всего у них было в жизни, что они вот до конца шли и доказали, что они могут, и их труд оправдался. Это о чем говорит, что и Разамбек Жамалов, вот недавно было по WhatsApp видео, что он тоже должен оперироваться, и да, Ахмед Тажудинов сразу после соревнования тоже операцию перенес. И насколько вот тогда говорит о том, что уровень именно дагестанских спортсменов и российских настолько высока, что они даже с травмой могут выиграть Олимпийские игры? Да, это у них уже, у борцов, оно внутри заложено уже характер. Он Тажудинов в первой, что ли, схватке, говорит, травмировался и вот так же боролся. Это характер, как сказать, у спортсменов, у борцов, он уже внутри заложен. С каждым этим у них характер больше и больше вырабатывается. Так и они показали характер и доказали, что они номер 1. И по поводу вот дагестанской команды, сколько у вас человек сюда прилетело и сколько вот по медалям? Вот именно за Дагестан, который выступает,
прилетело 5 человек, и все 5 заняли золотые медали. Ну что ж, поздравляю, вы очередной раз доказали, что дагестанская школа самая сильная в мире, и еще будем рады вас видеть на наших крупных соревнованиях. Спасибо большое. Спасибо.